Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана состоялось первое заседание 21-го Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора стран Содружества независимых государств. В повестке ключевые вопросы развития страховой отрасли, совершенствования законодательства и внедрения цифровых инноваций. В государственном учреждении Национальная библиотека Таджикистана прошла первое заседание 21-го Межгосударственного координационного совета руководителей органов страхового надзора государств-участников Содружества независимых государств. Заседание состоялось в рамках реализации концепции председательства Республики Таджикистан Содружества независимых государств в 2025 году. По его работе приняли участие представители страховых органов 7 стран Содружества. Участники обсудили актуальные вопросы развития страховой отрасли. Здравствуйте, меня зовут Ольга Павловна Гевала, я являюсь представителем исполнительного комитета СНГ, в частности Департамента экономического сотрудничества. В 2025 году Республика Таджикистан председательствует в СНГ, поэтому мы получили огромное количество инициатив от представителей государства, и в частности концепция председательства Республики Таджикистан предусматривает активные взаимодействия и интеграцию между государствами в различных сферах как экономических, так и гуманитарного и политического сотрудничества. Концепция предусматривает новаторский подход. Республика Таджикистан предлагает более тесную интеграцию между государствами, также предлагает расширение представительства СНГ на международной арене, чтобы как-то популяризировать нашу деятельность, в частности, деятельность Содружества. Также Республика Таджикистан в своей концепции предусмотрена более глубокое взаимодействие в рамках органов отраслевого сотрудничества. Существующие проблемы и возможные пути их решения. Подчеркивалось, что решения Совета будут способствовать укреплению социальной роли страхования в жизни населения стран региона, в том числе Таджикистана, а также развитию национальных экономик. Сегодня мы планируем обсудить несколько важных вопросов, обменяться мнениями относительно особенностей страхования в рамках каждого государства, поделиться своим опытом и запланировать на будущее действия по доработке соглашений в рамках страхового надзора и рабочей группы, которая работает уже несколько лет по актуарной деятельности. Особое внимание было уделено вопросам регулирования и надзора за деятельностью страховых организаций, совершенствованию страхового законодательства и систематизации отношений между населением и страховщиками. Отдельно рассматривались перспективы внедрения цифровых инноваций в отрасли. В рамках заседания также запланировано проведение специализированного семинара для руководителей органов страхового надзора стран региона. В Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан состоялся брифинг, посвященный подготовке к заседанию Совета глав государств СНГ с участием дипломатического корпуса и представителей средств массовой информации. В ходе брифинга была представлена информация об основных мероприятиях председательства Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году, а также о вопросах подготовки к саммиту Содружества. На повестке дня были ключевые вопросы, касающиеся усиления политического взаимодействия, обеспечения региональной безопасности, развития экономического сотрудничества и расширения культурно-гуманитарных связей. В зале исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомони города Душанбе состоялось очередное заседание Совета Махалей по работе с молодежью, спортсменами. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся молодежи, подробности в материале моих коллег. В стенах исполнительного органа государственной власти района Исмоили-Сомони проведено заседание действующего Совета Махалей по работе с молодежью при главе района Исмоили-Сомони города Душанбе с участием 30 активных молодых людей района,
на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с молодежью. В прошедшем мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета, начальник управления по работе с молодежью и спортсменами города Душанбе, члены Совета, обладатели президентских стипендий, председателя города Душанбе и председателя района Исмаиля Самани, а также спортсмены и активные молодые люди. Заседание открыл заместитель председателя Совета Махалей по работе с молодежью, и в соответствии с порядком был заслушан отчет ответственного секретаря Совета о деятельности отдела за первое полугодие 2025 года, а также даны указания и поручения ответственным лицам для дальнейшего развития сферы работы с молодежью и спортом. В продолжении заседания ответственными лицами Управления по работе с молодежью и спортом города Душанбе были обсуждены вопросы усиления представительств Совета Махалей по работе с молодежью и Союза молодежи Таджикистана в учебных заведениях, организациях и предприятиях района, целесообразного использования спортивных площадок, привлечения большего числа активных и способных учащихся к научным и техническим конкурсам, вопросы привлечения молодежи к профессиональному обучению и ремеслам, организации дополнительных центров профессионального обучения, обеспечения молодежи безработных постоянными рабочими местами и другие вопросы, касающиеся молодежи. Было также отмечено, что в настоящее время со стороны государства и правительства страны уделяется особое внимание молодежи, которая является будущим нации, и проводятся эффективные мероприятия. В частности, с целью стимулирования социальной поддержки одаренных и талантливых молодых людей в районе на сегодняшний день 56 человек являются получателями президентской стипендии, 42 человека получателями стипендии председателя города Душанбе и 60 человек получают стипендию председателя района Исмаиля Самани. Малика Бахталиева является одной из активных учениц и обладательниц президентской стипендии и учится в средней школе номер 70 района Исмаиля Самани столицы, которая стремится развивать свои способности в высших учебных заведениях страны и внести достойный вклад в развитие и процветание любимой родины. И в завершение данного заседания ряд руководителей высших профессиональных учебных заведений района, спортсменов, получателей стипендий были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками, учрежденными исполнительными органами государственной власти района за вклад в развитие сферы молодежи и спорта. Также были вручены денежные призы кандидатам, ставшим победителями конкурса на получение стипендии председателя района Исмаиля Самани. В зале средней общеобразовательной школы номер 25 района Сино состоялась церемония приема в ряды ученической организации образовательных учреждений города Душанбе имени Исмаиля Сомони. Мероприятие было организовано в честь 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Просветительское и торжественное мероприятие было проведено в рамках празднования 34-й годовщины государственной независимости страны и 25-летия основания ученической организации Республики Таджикистан имени Исмаиля Сомони. Ученическая организация города Душанбе имени Исмаиля Сомони с 2000 года в столице действует как детская юношеская общественная организация с целью развития воспитательной работы и привлечения учащихся образовательных учреждений столицы к самоуправлению. Уставные цели данной организации заключаются в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и национального самосознания, а также формировании всесторонне развитой личности. В средней общеобразовательной школе номер 25 района Сино города Душанбе также функционирует ученическая организация. В ряд ученической организации района Сино имени Исмаиля Сомони входят школьники образовательных учреждений района, которые активно участвуют в общественных и культурных мероприятиях. Следует отметить, что с участием членов ученической организации имени Исмаиля Сомони руководство средней школы номер 25 района Сино города Душанбе способствует их вовлечению в общественную деятельность через организацию различных спортивных, просветительских и культурных мероприятий. Отметим, что данное учебное заведение является одним из активных учреждений района. Руководство и педагоги постоянно организуют торжественные мероприятия, чтобы повысить активность учащихся в процессе освоения учебных предметов. Одновременно в школе был проведен 10 дней Рудакихони, который завершился красивым культурным мероприятием.
Национальная сборная Таджикистана по футзалу вышла в финальную стадию Кубка Азии 2026. В заключительном туре отборочного этапа в группе С наша команда сыграла против четырехкратного чемпиона Азии сборной Японии. Матч прошел в напряженной борьбе и завершился волевой победой японцев со счетом 3-1. Таким образом, набрав 6 очков, сборная Таджикистана заняла второе место в группе и обеспечила себе путевку в финальную часть турнира, который состоится в Индонезии. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!